Работу постпредства и оптимизацию бюджетного процесса в Ингушетии обсудили на рабочем совещании главы региона в Москве. Мы как работали по газу, мы будем работать по каждой сфере, пока мы вместили все вопросы. Более 40 вопросов рассмотрели сегодня депутаты Народного собрания на 12-м пленарном заседании 6-го созыва. Горы заканчиваются, небо начинается, нет границ. Очень красиво. Да, Ингушетия готова удивлять и заражать своей самобытной красотой. К Всемирному дню туризма репортаж Амины Боковой. Есть у нас такая программа ликвидации полиомиелита, и вся Российская Федерация выполняет определенные показатели по данной тематике. Острый вялый паралич. Семинар по предупреждению этого заболевания для ингушских медиков провели специалисты из Ставрополя. Особенно заинтересовало причины, из-за которых вы боитесь начать бизнес, предпринимательством заниматься. Учат поднимать собственный бизнес. В Ингушском госуниверситете провели мастер-класс для студентов-экономистов. Добрый вечер, это новости 24. Инозбек Евкуров провел в Москве рабочее совещание с участием вице-премьера Ингушетии, сенаторов, депутатов, республиканских министров и постпреда Ингушетии при президенте страны. Заслушав доклад вице-премьера Игоря Храновского по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, глава Ингушетии распорядился провести тщательный анализ поставленных задач, а также сформировать предложения по оптимизации бюджетного процесса в республике. В свою очередь, председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев доложил о проделанной работе в рамках подготовки к проведению выставки к 25-летию Ингушетии в Госдуме. В завершении совещания глава региона обсудил с Алиханом Цычоевым работу постпредства по организации деятельности ингушской общины в Москве. В Карабулаке отстроят завод по розливу питьевой, газированной воды и натуральных соков. Таким образом, реализует проект в рамках соглашения, подписанного на прошедшем экономическом форуме «Деловая Ингушетия» компанией «Аква» и администрацией Карабулака. Общая сумма – 1 миллиард рублей. Объект обеспечит работой более 150 сотен человек. Уже пробурили 2 скважины. Репортаж Тамерлана Хамхоева. В 21 веке, когда запасы пресной воды все больше истощаются, Ингушетия, пробурив новые скважины, может обеспечить кристально чистой водой не только себя, но и другие регионы при необходимости. Эту цель и преследует Магомед Аушев. Директор компании «Аква» не понаслышке знает ценность водных ресурсов, поэтому планы по строительству завода по розливу чистой питьевой воды вынашивал давно. Бюрократические хлопоты позади, остался один из самых сложных этапов строительства. Основной вопрос там здание, а есть уже проекты, играл-то должен определиться, а их мало оборудования, вот такие. А на сегодняшний день Германия переговоры ждет, цехан дают если архаил уже оборудование, игры серьезно последнего образца оборудования, где-то 125 метров длиной латес. Однако проект не был бы воплощен в жизнь без принципиально нового вектора развития республики. Экономический форум «Деловая Ингушетия» за 4 года стал отличной площадкой для инвесторов и предпринимателей. На форуме Магомед Аушев заключил договор с администрацией Карабулака. Предполагается, что на этом месте в течение нескольких лет будет построен завод по розливу минеральной столовой воды. Сумма инвестиций более миллиарда рублей и порядка 150 рабочих мест должно создаться. Дополнительно будет здоровая конкуренция с другими нашими и северокавказскими производителями минеральных вод. И по качеству воды заключение, очень хорошее заключение, будет качественная, вкусная минеральная вода у нас собственного производства. Завод по розливу питьевой, газированной воды и натуральных соков планируется разбить на этом участке. 2 скважины для добычи воды уже пробурены. Одна глубиной в 350, другая в 500 метров. Состав воды уже проверен экспертами. Качество превосходное. Мы получили воду, сделали полный химанализ. На основании этого протокола мы сделали медицинское заключение. Подтверждение все 100%. Вода, даже можно сказать, не только хорошая, отличная вода. Такую воду в данное время на Северном Кавказе с такой жесткостью пока еще нет.
Строительство завода планируется начать в ближайшее время, и до конца 2019 года, по заверению руководителей проекта, предприятие уже будет запущено. Еще один плюс в копилке форума «Деловая Ингушетия» и очередной шаг в развитии экономики региона. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Председатель правительства республики проверил работу железнодорожного вокзала в Назране. В ходе осмотра стратегически важного объекта он проверил работу системы видеонаблюдения. Осмотрел вагоны поезда сообщения Москва-Назрань. Проверил наличие в них первичных средств пожаротушения, памяток пассажирам с рекомендациями по антитеррористическим действиям и другое. Пообщавшись с проводниками, Руслан Гагиев сделал ряд замечаний по поводу отсутствия маршрутной доски с символикой Ингушетии, а также указал на необходимость обновления в некоторых вагонах обивки сидений. Цитата. «Вагоны должны полностью соответствовать статусу фирменного поезда, включая наличие в коридорах купе ингушской символики, информационных сборников о нашей республике, о туристических особенностях региона, наличие в меню вагона-ресторана блюд национальной кухни», сказал премьер. Он также отметил, что необходимо поддерживать чистоту и порядок, так как пассажиры должны чувствовать себя максимально комфортно в пути. Спорт через национальную культуру и традиционные особенности южных народов. Фестиваль «Кавказские игры» ждет своих зрителей, болельщиков и, конечно, участников яркого активного шоу. Напомню, оно стартует 30 сентября. Ингушская команда проводит сборы на базе отдыха «Мужичи». За напряженными тренировками наблюдал председатель правительства Руслан Гагиев. Репортаж нашего корреспондента. На скорость поработать, давай. На скорость. Оба. Ригу. Оба. Ригу. Команда тренера, крепкий захват руки и соперник повержен. Малейшая ошибка и ты вылетаешь. Ребята под пристальным присмотром президента Федерации армспорта республики проводят свои последние тренировки перед фестивалем. Ребята сейчас отрабатывают чисто технику, скорость отрабатывают. Физические сильные большие нагрузки мы прекратили. Сейчас уже осталось там пару дней они отработают, уже отдых нужен ребятам. Так поработал с ними, над ошибками поработали, знаем своих соперников. Должны показать результат, работали с ними, не должны подвести. За ходом тренировок сборной Ингушетии наблюдает и председатель правительства региона. Руслан Гагиев осмотрел все площадки, где проходит подготовка к соревнованиям. Их здесь столько, сколько и видов состязаний, около 10. Впрочем, Кавказские игры далеки от привычных спортивных канонов, но от этого не менее зрелищны. Так, например, силовое троеборье включает в себя бросок камня весом 12 килограммов. 15-20. Ингушская сборная сильна и в перетягивании каната. Ежегодное участие в этом состязании для команды завершается победой. Конечно же, и на этот раз спортсмены не упустят шанс взять первое место. Самый ловкий в лазании по канату 6 лет подряд молодой человек занимал первое место в этом виде спорта. Крепкий ухват руки и, конечно же, усиленные тренировки. Вот его главный секрет успеха. Не менее сложный вид состязаний – бег на ходулях. Здесь важно не просто удержать равновесие, а еще и добежать до финиша первым. Борьба на руках, троеборье, поднятие тяжести, перечень дисциплин, в которых будут состязаться участники соревнований, действительно впечатляет. К примеру, такой 50-килограммовый мешок с песком над головой спортсмен за 6 минут обычно поднимает более 50 раз. Для этого нужно иметь не только сильные руки, но и особую технику. Мешок с песком – это все-таки не штанга, а очень неудобный снаряд. В прошлом году у меня ангина была, поэтому не получилось показать результат, какой мне хотелось. В прошлом году я у нас 90 поднял, в этом году где-то 95-97 планирую поставить новый рекорд. Перенос тяжести на дистанцию за определенное время тоже занятие не из легких. Как только дается старт, груз нужно загрузить в тачку, а это 150 килограммов. Пробежать дистанцию и выгрузить. Кто быстрее справится с этой задачей, тот и побеждает. Ошибки бывают в основном при погрузке. Надо ногу поставить сюда, чтобы тачанка не перевернулась. Задача: первый мешок, если положишь дальний угол, он может перевернуться. Ложишь на левый бок сперва, на левый, второй на правый. Можно свободно кинуть его, чтобы он будет лететь. Третий мешок, чтобы погрузить в середине. Можно вот так. Вот так. Чтобы тачанка не перевернулась. Тренер сборной Ингушетии внимательно следит за ходом тренировок. Участники соревнований должны на 100% быть готовы ко всем трудностям, с которыми им придется столкнуться. Но перегружать себя, конечно же, не стоит.
У нас в любом случае в прошлом году какие-то у нас нормативы были какие-то определенные. Вот эти нормативы мы сравниваем сегодняшние и прошлогодние. Но в некоторых местах мы уже некоторые виды улучшили, а некоторым еще чуть-чуть надо дорабатывать. Но я так думаю, в любом случае наша команда должна быть в призерах. За 7 лет фестиваль стал одним из самых ярких и знаковых спортсобытий на юге России. Это уникальная площадка, которая позволяет открыть культуру народов Северного Кавказа и сохранить традиционные виды спорта. Плюс к тому же фундамент для дальнейшего укрепления межнациональных отношений. Микаил Тангиев, Руслан Албагачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Более 40 вопросов рассмотрели сегодня депутаты Народного собрания на 12-м пленарном заседании 6-го созыва. Сегодня сюда были приглашены руководители муниципальных образований, министерств и ведомств. Также перед парламентариями с докладом об итогах прошлого учебного года и о перспективах развития системы образования Республики Ингушетия выступил министр образования и науки Юсуп Кастоев. Все подробности у Светланы Томовой. Заседание началось с новости, что руководитель аппарата Народного собрания Магомед Индиев переходит на другую работу. Заявление об уходе поддержали всеобщим голосованием. Перед собравшимися выступил и сам Магомед Индиев. Я с удовольствием с вами работал, с удовольствием со всеми с вами дружу и буду это делать в дальнейшем. Барку за совместную работу. Мы всегда вместе. Спикер парламента предложил на вакантную должность кандидатуру Батыра Бекова, который работает в орготделе парламента. Большинством голосов на должность руководителя аппарата Народного собрания его кандидатуру поддержали. А далее перешли к обсуждению повестки заседания, на которую вынесли больше 40 вопросов. Исполняющий обязанности министра финансов республики выступил перед депутатами с инициативой о внесении изменений в закон Ингушетии о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 год. Основной целью данного законопроекта является уточнение доходов, в том числе собственные доходы, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты, которые выделяются из федерального бюджета. Ну и кроме того, также предусматривали расходы на содержание вновь вводимых объектов. Это школы, сады и так далее. Депутат Народного собрания Батыр Хамхоев внес предложение по ранее разработанному проекту. Речь идет об изменениях, предлагаемых внести в 184-й федеральный закон. Это даст право Народному собранию заслушать информацию о деятельности органов федеральной территориальной власти республики. Сегодня мы прописываем вот это полномочие в соответствии с федеральным законодательством, переводим в наше региональное законодательство. И после принятия данного законопроекта у Народного собрания Республики Ингушетия будет возможность заслушивать информацию о деятельности территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, которые действуют у нас в Республике Ингушетия. С докладом об итогах 2016-2017 учебного года и перспективах развития региональной системы образования выступил министр образования и науки. Доклад Юсуп Кастоев начал с цифр, отметив, что система образования региона охватывает около 93 тысяч детей и молодежи, включая около 17 тысяч дошкольников, 70 тысяч школьников и 7 тысяч студентов СУЗов. В гособразовательных организациях трудится порядка 7500 педагогов. Особое внимание в регионе уделяется дошкольному образованию. Целевой ориентир майского указа президента Российской Федерации – это 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В рамках исполнения майских указов президента с 2012 года по 1 сентября 2017 года Республика для доступности дошкольного образования создано 16 662 места, в том числе в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования. С 2013 года по 2015 год создано 13 029 мест, что позволило обеспечить дошкольным образованием 59% детей от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время более 13 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачено различными формами дошкольного образования. Вместе с тем, ожидает место в дошкольной образовательной организации еще 8305 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В большинстве школ созданы все условия для полноценного обучения согласно требованиям ФГОС. Проведен республиканский конкурс проектов по математике среди учащихся 5-11 классов. Авторы 27 из 43 представленных проектов награждены дипломами. С целью выявления и развития учащихся наших школ
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся предметные олимпиады и конкурсы, в которых в 2017 году приняли участие 1300 учащихся, 208 из которых стали победителями и призерами. В текущем году 2 учащихся школы республики стали призерами олимпиады школьников, а одна из наших учениц стала победителем Всероссийской олимпиады по французскому языку. Несмотря на содержательный доклад к министру, у депутатов все же накопилось немало вопросов, на которые Юсуп Кастоев отвечал в течение почти 2 часов. Спикер парламента, в свою очередь, поблагодарил министра за подробную информацию. Он также подчеркнул, что образование в регионе – приоритетная отрасль, которая требует повышенного интереса. Значит, все вопросы, которые у нас были, мы вам их переправили. Свои предложения мы с отделом правового обеспечения прорабатывали, со всеми депутатами прорабатывали вопросы. У нас мы направили правительство Республики Ингушетия, на имя председателя правительства Гагиева Руслана Магомедовича, и вам тоже мы направили вопросы. Значит, мы как работали по газу, мы будем работать по каждой сфере, пока мы не снимем все вопросы. То есть мы на каждом заседании, если возникает такая необходимость, будем эти вопросы поднимать, решать и отслеживать. Но основные задачи, стоящие перед региональным Минобром на 2017-2018 учебные годы, это реализация приоритетного проекта создания современной образовательной среды для школьников. Это в основном касается создания новых мест в школах и недопущения перехода на трехсменный режим обучения. Что касается дошкольников, то до конца года в регионе планируют создать 3 новых детских сада на 630 мест, а в 2018 году предусмотрено открытие 4 дошкольных учреждений на 880 мест. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. А теперь о национальной системе профессионального роста преподавателей. В 13 регионах России проходит апробация новой модели оценки знаний и умений учителей математики и русского языка. От Ингушетии в этом пилотном проекте участвует около 300 педагогов. Апробация прошла в 4 пунктах. В одном из них побывала Залина Магушкова. В республике в апробации принимают участие 300 учителей. Половина из них в начале недели прошли диагностику по математике. Сегодня проверяют знания русоведы. Для проведения апробации по всей республике подготовлено 4 пункта. В Новом Реданте, Назрани, Сунжи и селении Барсуки. В каждом пункте тестирование проходит до 40 учителей. Они распределены по аудиториям, где дежурят 2 организатора. Все почти как на ЕГЭ. Задача моя как организатора заключалась в том, чтобы прочитать инструктаж до проведения работы, раздать справочный материал, бланки заполнения формы номер 1, номер 2. Также во время проведения апробации моя задача заключается в том, чтобы следить за порядком в аудитории и помочь при необходимости каждому участнику. Мы не имеем права отвечать на вопросы по содержанию КИМов. КИМы – это контрольно-измерительные материалы. Наша задача заключается в помощи только в порядке заполнения бланков ответов, и все. Апробация включает в себя заполнение опросника, состоящего из 15 вопросов, по которым будут судить об опыте работы и особенностях выполнения педагогом профессиональных обязанностей. Кроме того, каждый учитель должен отправить видеозаписи урока длительностью 35 минут. Последний этап – выполнения диагностической работы. Это задания, которые помогут выявить уровень владения учителем своим предметом и методикой его преподавания. Диагностическая работа состоит из 2 частей. Первая часть – это 17 заданий с кратким ответом, вторая часть – это 3 задания с развернутым ответом. Всего на этот экзамен отводится 4 часа. В принципе, мне кажется, все учителя, мы справимся с такой задачей, потому что ничего сложного для нас нет. Тот, кто работает в школе, он с этим сталкивается постоянно. Перед участием в апробации педагоги смогли подготовиться на основе демоверсий диагностических работ. Сами задания распечатываются прямо перед началом теста. Уже выполненная работа сканируется и отправляется для проверки организаторам исследования. Ключей нету, то есть сразу спрашивают, а когда будут ключи, а когда посмотреть. То есть хочется, конечно, результат все сразу, но мы не знаем, то есть ни один, ни технический специалист, ни организаторы не знают ответов заранее. То есть мы просто сканируем и отсылаем, а вот результат нам уже потом будут через несколько дней приходить. То есть вот таким, то есть все это секретно, все скрыто. То есть потом мы уже посмотрим, на что способны наши учителя.
Знания нужно периодически проверять и поднимать их уровень, поэтому теперь система образования требует, чтобы за партами рано или поздно вместо учеников оказались и сами учителя. Ингушетия в числе 13 субъектов России принимает участие в оценке компетенций учителей, результаты которой в итоге лягут в основу рекомендаций для институтов повышения квалификации педагогов и создания эффективной системы профессионального учительского роста. Не лишний раз убедятся в том, насколько прочны их знания для дальнейшей работы, будут знать именно на что обратить внимание придется, если какие-то задания, например, если вызывали трудности, как пойдет работа дальше. Результаты как по математике, так и по русскому языку станут известны через неделю. Учителя смогут узнать свои баллы в местах проведения диагностических работ или заглянув на свою электронную почту. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений России. Праздник был учрежден по инициативе ряда общественных российских педагогических изданий 27 сентября 2004 года с целью привлечения внимания общества на дошкольное образование в целом. Эта дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге осенью 1863 года. В Ингушетии дошкольным учреждениям уделяется повышенное внимание. Так, за несколько лет количество детских садов республики возросло с 26 до 80. Открывать новые горизонты и маршруты. Сегодня весь мир отмечает День туризма. Дата эта выбрана не случайно. В этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации. Пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран – вот главные цели праздника. В Ингушетии развитию туризма уделяется не меньше внимания, чем другим отраслям. Горные пейзажи, вековые башенные комплексы и могильники не оставляют равнодушными гостей региона. Не стоит забывать и о равнинном туризме. Мемориальный комплекс, Башня Согласия, Назрановская крепость. Республике есть что показать и чем удивить. Подробнее об этом в репортаже Амины Боковой. Вид потрясающий, красиво, где с одной стороны все зелено, а с другой стороны такие снега лежат. И когда горы заканчиваются, небо начинается, нет границ. Очень красиво. Очередная группа туристов приехали полюбоваться необыкновенной красотой горных пейзажей. Только за последние 9 месяцев Ингушетию посетили порядка 40 тысяч путешественников, которые смогли увидеть красоты горной Ингушетии, соприкоснуться с историей народа, побывать в храмах и подняться на вершины гор. К концу года в региональном туризме надеются, что эта цифра возрастет до 50 тысяч. Тем более, что для этого создаются все условия. Более 20 туристических маршрутов, Аланские ворота, 100-метровая башня Согласия, мемориал памяти и славы. Ингушетия готова предложить целую сотню достопримечательностей. Горный экстрим, рецепт долголетия, средневековые святыни. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа. А Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Мы долго этого ждали. Нам очень здесь нравится. Мы поражены над тем, насколько трепетно вы относитесь к своим гостям и какое вы внимание уделяете каждому из нас. Таргимская котловина, Джиракско-Асинское ущелье – один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии и Гекал, один из древнейших христианских храмов Ткабаирды, башенный комплекс Вовнушки. Природа и достопримечательности просто поражающие своим разнообразием. В комитете стараются регулярно обновлять туристические маршруты. Так, накануне в результате поисковых работ был проложен путь к Асиновскому водопаду. Сейчас специалисты готовят туристический паспорт объекта, и уже совсем скоро все желающие смогут посетить новый уголок. Мы изучаем новые маршруты, новые интересные достопримечательности наши и уже делаем презентацию тем, что проводим экспедицию. Также в прошлом году мы провели вот такой маршрут к древнему храму Магу-Ерды. Прошлый год выдался насыщенным для сотрудников комитета. Наш регион посетило больше 43 тысяч туристов, в том числе из Китая, Польши, Финляндии, Америки. Больше всего гостей, конечно, привлекает Джиракский район. Впрочем, развитие туристических зон ведется в каждой точке республики. К примеру, в Карабулаке планируется развивать активный туризм с рыбалкой, а в Малгобекском районе – лечебный. В будущем там планируется строительство оздоровительного санатория. Также уже 3-й год подряд в Ингушетию приезжают туристы из разных регионов страны, чтобы разделить с нами праздник окончания поста. Гастрономический халяль-тур привлекает путешественников возможностью познакомиться не только с красотами горной местности, но и с культурой и бытом народа. Насладиться всеми изысками местной кухни за один день смогли около полусотни туристов, которых встречали по всему Назрановскому району. Праздничные столы буквально ломились от угощений. Такого королевского приема туристы явно не ожидали. Поражена гостеприимством хозяев, которые нас пригласили.
Также мне очень понравилась экскурсия, которую нам провели, и просто я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу в принципе развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле очень приятно. Развивается в Ингушетии не только внешний, но и внутренний туризм. Еще несколько лет назад жители региона из равнинной части редко выбирались на отдых в горы. Сегодня целыми семьями выбираются не только в летнее время на пикник, но и зимой покататься на лыжах. Саля приехал, он привез целую компанию с собой, молодежи, детей, пацанов, которые уже умеют кататься. Они со мной ездили на Эльбрус, на Красную Поляну, на Намбай, везде были. Вот пацаны, молодежь считают, вот, которые среднего уровня специалисты. Лучше вот этой трассы просто пока нет. Кстати, всесезонный горнолыжный курорт Армхени первый раз представляет свой потенциал на ежегодной туристической выставке «Инг-Экспотур» в рамках форума «Деловая Ингушетия». Курорт Армхи представил уже новые проекты свои, в которых ходят новые турпродукты, которые предлагают не только спа-отдых, который у них имеется, но также активный отдых. Это уже готовые туристические продукты, включенные с полноценным спа-абонементом и полным прокатным снаряжением для тех, кто желает уже кататься и на лыжах, и на сноуборде. Говоря о развитии туристического потенциала, не забывают и о квалифицированных кадрах. Так, Комтуризм Ингушетии заключил соглашение с 3 российскими вузами о выделении целевых мест для будущих сотрудников ведомства. Те, кто свою будущую профессию мечтал связать с походами, путешествиями, смогут отучиться по специальности туризм. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Специалисты Ставропольского регионального центра эпиднадзора за полиомиелитом и острым вялым параличом провели обучающий семинар для ингушских коллег. Такую организационно-методическую помощь Центр проводит для коллег во всех регионах Северного Кавказа. В последнее время стала актуальной тема отказа от профилактических прививок не только в Ингушетии, но и в других субъектах России. Отказ ведет к высокому риску заболевания детей, управляемыми инфекциями, предупреждают медики. В их числе корь, краснуха, эпидемический паротит, а также актуальной остается тема полиомиелита. Приглашенная группа проводит просветительскую работу по вакцинопрофилактике этих заболеваний. Для специалистов медицинских организаций мы проводим обучающий семинар по одной из актуальных тем, которая проводится в Российской Федерации. Это тема выявления острых вялых параличей и организации проведения вакцинопрофилактики против инфекционных болезней национального календаря прививок. Острые вялые параличи – это одна из важных тем в плане эпиднадзора за полиомиелитом. Есть у нас такая программа ликвидации полиомиелита, и вся Российская Федерация выполняет определенные показатели по данной тематике. Есть очень много вопросов, которые назрели у наших докторов, которые они задают им. Они также смотрят ряд моментов по подготовке работы, по проведению этой работы и свои какие-то рекомендации в дальнейшем для улучшения этой работы, которые они нам будут сегодня давать. Это, конечно, будет в пользу для того, чтобы мы свою работу с каждым днем все лучше и лучше налаживали. И еще немного о здоровье. В регионе продолжается акция «Проверь свое сердце». Она приурочена ко Всемирному дню сердца. Во всех районах республики желающие могут получить консультацию у кардиолога, пройти ЭКГ, обследование, измерить свое артериальное давление и получить информационный материал по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а в Центре культурного развития к этой дате приурочили праздничный концерт. Для сотрудников кардиологического центра выступили артисты ингушской эстрады. Та работа, которая проводится, масштабная работа и на территории Российской Федерации, и ежегодно говорит об актуальности всего, что связано именно с сердечно-сосудистой системой. Самое основное, что мы должны говорить в эти дни нашему населению, проводить просветительскую работу, профилактическую работу, ведь основные причины развития вот этих заболеваний, они являются ведением не совсем здорового образа жизни. Защитить молодое поколение и объединить молодежь против общего врага. В Магасе прошел круглый стол, организованный Общественным фондом социального развития «Генезис». Волонтеры, представители власти, религиозные деятели при участии гостей из других субъектов СКФО обсудили проблему терроризма, а точнее его профилактику. Мария Местоева с подробностями.
Участники круглого стола точно знают, что от воспитания сегодняшней молодежи зависит будущее целых народов и последующих поколений. Терроризм как рак стремительно поглощает Восток и пытается подобраться к регионам Кавказа, вербуя молодежь в свои ряды. Но неокрепшие умы всячески пытаются защитить как органы власти, так и представители общественных организаций. Сегодняшнее мероприятие не первое, не последнее. В целом ряду проводится оно в рамках проекта противодействия насилию и экстремизму среди молодежи, который называется «Вместе», и реализуется в 4 республиках Северного Кавказа – Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Сегодняшний круглый стол посвящен проблемам совместной деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества именно по проблеме противодействия по распространению идеологии экстремизма, радикализма в молодежной среде. Общественный фонд «Генезис» уже 4-й год реализует проект «Вместе», который призван вести бой с вербовщиками и агитаторами, призывающими участвовать в чужой войне. Молодые люди в силу максимализма, начитавшись различных комиксов и романов, думают, что война такая же, как и в фантастических фильмах. Но уже оказавшись в таком фильме, понимают, что совершили серьезную ошибку. Не допустить выбора кривой дороги – первая цель проекта. Мы не изолированно существуем, мы живем в этом обществе. Наши знакомые, какие-то близкие, дальняя родня, ближняя родня так или иначе испытывают на себе влияние этого явления, безусловно, бич сегодняшнего дня. И нас это волнует, как и всех остальных жителей Северного Кавказа, да и России в целом. Поэтому, имея тот опыт, который у нас есть, мы посчитали, что у нас есть возможность какой-то свой вклад в это внести. Для каждого региона проблемы терроризма разные, как и методы борьбы с ним. Например, представители Дагестана главным своим препятствием в борьбе с экстремизмом считают интернет. Бороться с вербовщиками можно, считают собравшиеся, объединив усилия субъектов СКФО. Сделать это намного проще. Ключ успеха как раз в этом и заключается. Если мы объединимся и взаимодействие, я думаю, что если не ликвидирует полностью, терроризм здесь, в нашей республике, то хотя бы минимизирует. Основной упор, на наш взгляд, должна должна строиться именно на медиапродукте. Создание медиапродукта. Мы знаем, как с Востока, с этих террористических группировок все это к нам идет, и как они работают в этом направлении. Поэтому мы сегодня сюда показать коллегам привезли 2 ролика нашего производства, которые мы снимали в Дагестане, и антитеррористического характера. В Чеченской республике борьбе с этими напастями, а теперь и профилактике уделяется особое внимание. Если раньше принимались жесткие и агрессивные меры по искоренению этих проблем, то теперь все силы брошены на профилактику, чтобы искоренить все задатки терроризма и экстремизма. Масштабные мероприятия, они в первую очередь помогают сплотить нашу молодежь. И, как мы знаем, молодежь не только наших 2 братских республик, но и молодежь всего Северного Кавказа, она очень умная. Молодежь, которая занимается общественной деятельностью, профилактикой экстремизма, разными социальными вопросами в регионах, они могут совместно уже выработать свои какие-то предложения, свои замечания. У терроризма нет религии и нет национальности. Такая беда может прийти в любой дом. Главное не позволить проблеме 21 века поглотить разум ребенка и испортить жизнь себе и другим. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Как создать свой бизнес и не потерять интерес на первых стадиях его реализации? Об этом сегодня говорили на мастер-классе, проведенном московскими и питерскими специалистами в Ингушском госуниверситете. Главными слушателями стали студенты экономического факультета. Репортаж Жаридат Халухоевой. Я вам немножечко расскажу о том, где найти финансовые средства. Расскажу, если интересно, про спонсорские пакеты, как их правильно оформлять, как работать со спонсорами, немного про краудфандинг и, конечно же, про государственную поддержку, в том числе начиная от грантов, заканчивая субсидиями. Неопытность, первая неудача или самая банальная нехватка финансов – причина, почему бизнес гибнет еще на этапе возрождения. О том, как продвинуть свой проект, как не поддаться страху создать что-то новое, рассказывают на общем мастер-классе студентам МГУ. Для Марины Мурзабековой, как будущему финансисту, эта тема особо интересна, ведь возможность получить советы от эксперта выпадает не каждый день. На лекциях мы получаем в основном теорию. А вот эти лекторы, которые приезжают к нам на подобные мастер-классы, это люди, которые действительно занимались этим бизнесом, у которых есть действительно опыт в этой области. И благодаря им мы получаем именно практические навыки. В зале не только студенты ИКФАКа, но и те, кто не раз задумывался над тем, чтобы начать свое дело. Для будущего историка Хамзата Гулиева тема бизнеса пока в новинку, но ведь начать никогда не поздно. Особенно заинтересовала причины, из-за которых
вы боитесь начать бизнес, да, предпринимательством заниматься. Вот эти причины меня очень сильно заинтересовали. 2 из них я как-нибудь поборол, да, страх начала, волнение, а вот остальные, то есть некоторых моментах, когда мы останавливаемся и не знаем, куда идти, вот там бывает, что заходишь в тупик. Здесь я много интересного для себя узнал. Лектор и успешный бизнесмен Диана Гуд, за плечами которой немало реализованных социальных проектов. Хотя в Ингушетии она впервые, но сигурская аудитория работает уже давно. Диана не раз проводила курсы молодого предпринимателя для ингушских студентов, которые учатся в Москве. Свои проекты ребята затем представили на Машуке, которые сейчас успешно реализуются. Молодежь пока еще, у них взгляд не зашоренный, у них очень всегда интересные проекты, у них интересные инициативы. Им ничего не страшно, они ничего не боятся, и с ними всегда интересно работать. Потому что люди, которые в свое время когда-то открывали бизнес, у них что-то не получилось, у них уже есть определенный страх, они скованы, да, и они второй раз не всегда хотят что-то пробовать уже делать. А молодежь, она еще не пробовала, им все интересно, и поэтому, если их правильно направить в нужное русло, дать им определенные знания, навыки, то это будет та удочка, которую они впоследствии смогут всегда использовать в жизни. Такие мастер-классы в стенах университета проходят не впервые. За последний месяц специалисты из Москвы и Петербурга несколько раз проводили занятия с ингушскими студентами на разные темы. Организатор сегодняшнего семинара – фонд «Создай свое дело» совместно с Центром «Как создать свой бизнес». Такая информация, которую несут эти эксперты, она необходима для студентов, потому что они в университетах получают теоретические знания, получают много базы. А вот чтобы посмотреть и послушать со стороны вуза другой формат, вот, как преподносят эту информацию, мне кажется, им вот этого не хватает. И вот этот взгляд со стороны, вот, мне кажется, может оценить их те знания, которые они здесь приобретают. Такие лекции могут стать хорошим стартом не только для студентов, но и тех, кто уже пробовал, но по каким-то причинам не смог поднять свое собственное дело. Жарайдат Холухоева, Халаш Гойгов, Новости 24. Ну и в завершении выпуска предлагаем посмотреть видео с чемпионата по постановочному акробатическому пилотажу. Может ли радиоуправляемый самолет буквально танцевать в воздухе? Как видите, может. Этот номер австрийца Герната Брукмана покорил всю Европу. Он сам конструирует модели самолетов, с которыми и побеждает на соревнованиях. Чтобы обеспечить хорошую маневренность, вес таких аппаратов не может превышать нескольких килограммов без топлива. Кстати, размер этого самолета – метр в длину и ширину. А как горцует? Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.